Здравствуйте, уважаемые телезрители! Обеспечивать полноценную деятельность 35 депутатов парламента – в этом основная функция аппарата парламента. И сегодня о всех нюансах работы мы в рамках передачи «Амчра» поговорим с руководителем аппарата парламента Вадимом Бжани. Здравствуйте, Вадим Владимирович. Мы знаем вас как руководителя аппарата парламента уже несколько созывов, но думаю, что так было не всегда. Расскажите о том, как вы вообще пришли в парламент. Должность руководителя аппарата – это не первая моя должность, хотя работа в парламенте – это первое место работы, куда я был принят после окончания университета. Я был принят на работу в парламент, в аппарат парламента, в правовой и аналитический отдел. Работа была интересная, была связана с правовым сопровождением документов, с заключением на проекты законов на предмет соответствия Конституции, вообще действующему законодательству. Проработав порядка 2,5 лет, был переведен в администрацию президента, в отдел права и экономики. Также выполнял там юридические функции. Работа была связана с участием в подготовке законопроектов, которые позже инициировались для рассмотрения в парламент. Таким образом выполнял те функции, которые были возложены на отдел. Также был указом президента назначен представителем исполнительной власти в квалификационной коллегии судей, принимал участие в работе квалификационной коллегии судей. И затем уже был переведен, или сказать, может быть так, возвращен в аппарат парламента, но в должности руководителя аппарата. Это в каком было году? 2007 год. А получается, какое у вас образование? Я закончил юридический факультет Абхазского государственного университета. Расскажите, в чем заключается работа руководителя аппарата парламента и самого аппарата? В соответствии с положением об аппарате парламента и регламентом, аппарат парламента – это постоянно действующий орган парламента. Он осуществляет правовое, организационное, социально-бытовое, документационное, информационное и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности парламента в целом. Аппарат в своей работе руководствуется Конституцией, законами, регламентом, положением об аппарате, должностными инструкциями, в целом законодательством Республики Абхазия. Руководитель аппарата представляет аппарат парламента во взаимоотношениях с администрацией президента, аппаратом Кабинета министров, другими органами исполнительной власти, органами судебной власти, органами местного самоуправления и парламентами иностранных государств. Руководитель аппарата координирует и контролирует работу аппарата в целом, издает приказы, распоряжения в пределах своих полномочий, представляет спикеру парламента кандидатуры на замещение должностей в рамках аппарата парламента, а также выполняет иные функции, возложенные в соответствии с положением об аппарате. А что касается самого аппарата, я знаю, что здесь много отделов, перечислите сколько, и, может быть, немного о работе каждого из них вы рассказали бы нам. Коротко, да. Действительно, в аппарате парламента у нас 7 отделов. Это правовой аналитический отдел, организационный отдел, общий отдел, это отдел законопроектной деятельности, библиотека парламента, у нас есть приемная парламента и административно-хозяйственный отдел. Также у нас есть работники, которые структурно в отделы не входят. Например, советники спикера, которые выполняют полномочия по содействию и организации выполнения спикером государственных функций. Пресс-секретарь осуществляет информационное сопровождение и обеспечение деятельности парламента. Также есть, бухгалтер. Это отдельные работники. Которые не входят в отделе, да? Вы перечислили много отделов, может быть... Правовой аналитический отдел, главная его функция – это осуществление правовой экспертизы тех документов, которые рассматриваются парламентом. Это дача заключения на проекты законов на предмет соответствия Конституции. Вообще правовой аналитический отдел, он выполняет функцию в правовой части и аналитической. В правовой части
то, что я отметил выше, входит в их полномочия, а также юридико-техническая подготовка законопроектов и проектов постановлений нормативного характера, вообще правовое сопровождение документов, рассматриваемых в парламенте. Ну, также в случае необходимости правовой аналитический отдел представляет интересы парламента в судебных органах. Вот, в части аналитической деятельности отдел он анализирует законодательство по отраслям и готовит такую информационную справку о состоянии законодательства по отраслям права. Правильно ли понимаю, что все-таки в этот отдел в основном входят юристы, и это даже во многом такая база, которая обеспечивает, ну, можно сказать, деятельность, да, тоже парламента, то есть помогает, без нее невозможно, мне кажется, да, какая-то? Конечно же, правовой отдел состоит из юристов по образованию, работников. Вот, и он выполняет все правовые функции, связанные с деятельностью парламента. Далее, отдел законопроектной деятельности. Главная функция отдела заключается в подготовке проектов законов по обращениям депутатов, участие в рабочих группах по подготовке законопроектов. Это главная функция отдела законопроектной деятельности. Далее, организационный отдел. Это у нас такой самый объемный отдел, куда входят все референты комитетов, а их у нас 9. Отдел по должности возглавляет заместитель руководителя аппарата. Отдел осуществляет организационное обеспечение деятельности депутатов, комитетов, парламента в целом. Отдел организует проведение всех заседаний комитетов, заседаний сессий, парламентских слушаний, а также иных мероприятий, проводимых в рамках парламента. Отдел ежегодно готовит отчет о законотворческой деятельности парламента. Такой отчет содержит информацию о количестве принятых и рассмотренных законопроектов в первом, во втором чтении, информацию о субъекте права законодательной инициативы, о том, какой комитет является ответственным за прохождение законопроекта. Такая информация ежегодная, она обобщается по итогам созыва, и затем готовится общий отчет о деятельности парламента за 5-летнюю работу. Ну, если наглядно, вот таким образом выглядит такой отчет о законотворческой деятельности. В данном случае это 5-го созыва, ну, по годам готовится и действующего созыва в том числе. Общий отдел, он организует единую систему делопроизводства, прием, учет, регистрация и отправка служебной корреспонденции. Библиотека парламента, главная ее функция заключается в информационном обеспечении деятельности депутатов по вопросам парламентаризма и создании национальной коллекции официальных документов. Расскажите теперь о другом немножко. Как строится взаимодействие аппарата с Кабинетом министров и администрацией президента? В соответствии с положением об аппарате, руководитель аппарата осуществляет взаимодействие с администрацией президента, Кабинетом министров, да, и другими органами государственной власти. Значит, по линии администрации президента такое взаимодействие осуществляется в основном с представителем президента в парламенте, по всему комплексу законопроектной работы, по тем вопросам, которые инициируются президентом, ну и рассматриваются в рамках парламента и аппарата на той или иной стадии. По линии Кабинета министров такое взаимодействие осуществляется по всему спектру вопросов, по тем нормативно-правовым актам, которые Кабинет министров вносит в парламент для дальнейшего утверждения. Вот таким образом строится взаимодействие между аппаратом парламента, администрацией президента, Кабинета министров. А теперь немного о законодательном процессе. И, может быть, вы затронете еще вопрос, какие самые важные были законы приняты в 2020 году. Как вам известно, в соответствии с Конституцией, законодательную власть представляет парламент. Парламент – это единственный орган в стране, который принимает законы. Если позволите, я не буду говорить сейчас о процедурных вопросах, да, прохождении законопроекта и так далее. Несколько хотелось бы цифр. Вот 6-й созыв парламента приступил к своей деятельности 12 апреля 2017 году. Значит, по 31 декабря 2020 года за этот период было проведено 65 заседаний сессий. Это не считая заседаний комитетов,
парламентских слушаний, а также иных мероприятий, проводимых в рамках парламента по острым государственным и общественным вопросам. Вот. В рамках этих сессионных заседаний было рассмотрено 153 законопроекта. Из них принято в окончательном чтении, подписаны президентом, 137 законопроектов. Это вот за этот период с момента начала полномочий 6-го созыва парламента. Принято порядка 300 постановлений. Это связано с формированием судебной ветви власти и по иным вопросам. Но отдельно хотелось бы отметить 2020 год. Как вам известно, это период, год пандемии, связанный с ограничениями. Президентом вводилось не раз распоряжением такие ограничения. Мы на основании этого локальными актами вводили ограничения, значит, в рамках аппарата парламента отдельным сотрудникам по рабочему времени. Но я к чему это говорю? Поскольку не было возможности такого активного занятия законотворческим процессом, несмотря на это, за 2020 год было принято 38 законов. Здесь хотелось бы мне отметить, что перечисленные результаты – это прежде всего, конечно же, кропотливая работа депутатов. Это такая незаметная работа, может быть, в комитетах, которая проходит на постоянной основе, практически через день, а также аппарат парламента, который оказывает содействие в этой работе. Особенно здесь хотел бы поблагодарить всех работников аппарата, которые в 2020 году, да и раньше, и сегодня выполняют добросовестно свою работу. Это все референты комитетов, а в комитетах в основном проходит эта сложная работа. Это, конечно же, правовой отдел, без которого невозможно рассмотрение или внесение того или иного законопроекта на заседание. Это, конечно же, отдел законопроектной деятельности, советники спикера, пресс-секретарь. Все работники аппарата парламента, пользуясь случаем, хочу их поблагодарить. Но также я хотела бы вернуться немножко. Вы упомянули, что 38 законов, да, было принято за 2020. Это за период с 17-го, за 2020 год, да, а общее количество... А вот важнейшие из них, на ваш взгляд, какие были? Все законы значимы, и равны по юридической силе. Ну, может быть, за исключением Конституции, которая обладает верховенством и которые должны соответствовать все принимаемые законы. Если за период начала полномочий 6-го созыва по настоящее время говорить о принятых, к примеру, здесь можно вспомнить, скажем, было ратифицировано соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о порядке формирования деятельности информационно-координационного центра. Справедливости ради надо сказать, что большую, колоссальную работу предыдущий созыв парламента проделал в этом направлении, и действующий созыв ратифицировал это соглашение. Также продолжил активную работу в этом направлении. Далее было ратифицировано соглашение о сотрудничестве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельной категории граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Конечно же, один из важнейших законов, который был принят парламентом, это о декларировании доходов и расходов имущества обязательственного характера публичными служащими и депутатами. Конечно же, это закон о патентной системе налогообложения, который был внесен президентом, и большую работу проделал комитет по бюджету в этом направлении. Конечно же, закон об оружии, который был принят в 2020 году. Закон определяет порядок регистрации, хранения, ношения, фактически определяет оборот огнестрельного оружия. Вот такие законы, которые были приняты. Здесь еще хочу отметить один факт. Огромное количество были приняты законы о внесении изменений в действующие законы. Это большое количество изменений в Уголовный кодекс, связанные с незаконным, с ужесточением санкций, статей, предусматривающих незаконный оборот наркотиков. Это огромное количество внесения изменения в Кодекс об административных правонарушениях, связанные с ужесточением санкций за нарушение правил дорожного движения, и так далее.
И тем не менее в обществе так бытует такое мнение, очень часто можно слышать такие вещи, например, когда говорят о парламенте, о наших законах, о том, что законы списываются с законов Российской Федерации, что это не наши законы, а парламент их просто списывает. Это все-таки часто такое звучит. Что вы об этом думаете? Ну, может быть, у кого-то складывается такое мнение, но это не соответствует действительности. Ну, во-первых, у нас есть своя Конституция, да, в соответствии с которой принимаются все отраслевые законы Республики Абхазия. Конституция, она определяет принципы, правила и общие критерии, ну, например, формирования органов государственной власти, законодательной, исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры. Да? У нас отраслевые законы содержат определенный порядок формирования этих органов, и он совершенно разный с тем порядком, который предусмотрен в Российской Федерации. Ну, во-первых, у нас унитарное государство, Россия — это федерация, там есть свои местные парламенты, принимающие законы, там двухпалатный парламент, да, Государственная Дума, Совет Федерации. То есть наши отраслевые законы определяют порядок формирования органов власти, исходя из нашей действующей Конституции. В этой части у нас законодательство разнится в разы. Далее, к примеру, в соответствии с нашей Конституцией, земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа. В соответствии с Земельным кодексом Республики Абхазия купля, продажа, дарение, залог, самовольный обмен земельными участками запрещается, в то время как в Российской Федерации земля является предметом гражданско-правовых сделок. Существует рынок земли. Фактически земля находится в гражданском обороте. То есть в этой части у нас также законодательство совершенно разное. Я уже не говорю о налоговом законодательстве, где ставки разные, где у нас, к примеру, не существует тех видов налогов, которые в России, ну и так далее. Другое дело, что существует такое понятие, как гармонизация законодательства, да? Да, вот что это такое, об отдельных этом отраслей говорят. права, да, существует такое. А это, конечно же, не списывание. Ну, поскольку право является регулятором общественных отношений, в том числе и в международно-правовой деятельности. Поэтому некоторые государства идут по пути гармонизации. Гармонизация – это всего лишь сходное нормативно-правовое регулирование в той или иной сфере. Это сближение норм законодательства в определенных отраслях. К примеру, государства-участники Евразийского экономического союза, ну, такие как Россия, Армения, там, Казахстан, Беларусь, сейчас еще одно государство добавилось, вот, они пошли по пути гармонизации таможенного законодательства. Вот. Это снимает, значит, ненужные барьеры, Облегчает сотрудничество. Снимает ненужные барьеры, это увеличивает товарооборот, ну и, как следствие, экономические показатели. Насколько мне известно, у нас также процесс гармонизации таможенного законодательства идет, что, кстати, вытекает из договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Поэтому, как бы подводя итог своего ответа на ваш вопрос, могу утвердительно сказать, что у нас в Республике Абхазия действует своя Конституция, в соответствии с которой принимаются отраслевые законы, которые формируют национальное законодательство. А теперь расскажите, пожалуйста, немного о том, над какими законопроектами сейчас ведется работа. Поскольку буквально через год выборы в парламент Республики Абхазия, было принято решение пересмотреть выборное законодательство, регулирующее процесс избрания депутатов. Вот. Инициатором законопроекта является спикер парламента. Мне бы сейчас не хотелось раскрывать некие детали, об этом в свое время, когда будет рассматриваться, инициатор скажет. Но единственное, что скажу, значит, такие изменения в выборное законодательство связаны с критерием для кандидатов в депутаты. Будут установлены, значит, критерии, необходимые для регистрации кандидатов в депутаты. Но это может быть связано с наличием обязательного образования. Высшего образования? Да, конечно, высшего, ну еще и ряд других критериев. А пока вы не можете сказать? Мне бы не хотелось пока деталей говорить, инициатор сам об этом скажет более подробно, но сам факт того, что такой проект закона, он подготовлен и планируется к рассмотрению, это я вам могу дать сейчас такую информацию. Это очень интересно, будем ждать и наблюдать за этим. Да, ну также в первом чтении
Как вам известно, были приняты проекты законов, инициированные президентом, изменения в Уголовный кодекс, в Кодекс об административном правонарушении. Они связаны с, значит, борьбой незаконной добычей криптовалюты. Также находятся в работе парламента. Насколько я знаю, вы также преподаете в Абхазском государственном университете, который сами закончили, так ведь? Да, это действительно так. Преподаю конституционное право на абхазском языке. Усаузер абсфики вторует, я халфирка ярбан матаруа университет запхо, яраубаски и шпаша кугыло ахунткарат бисфиасара рака парламента джил. Яха абсолютно хунткарат университета, а конституция зин хизиштуа матар, а студент через нагара снапыяноб. Вы обсыщили харцоид. И шиш дуруепш. Абснахюнткара аджари аща кукылари щатас яман ехепия конституция ауссо ада и уипшим аам такуразухана ауссо за конституция ква. Аха, а конституция дзин матпарцас ехеп и ныща кукылов. Конституция дзина матпар интагдзана еха студентша итхарцойт абснахюнткара, а конституция закон хада ахасабала ацака. Азин чера шимьо пысо. Ахюнткарат успартако рейчкаща. Ахюнткарат мчера айхшара шища кукыло. Яхьапа закон царат, анак царат, азбарат бамче. Яробаса хала напхгарат бамчракуй, ахюнткарат мче рейзы казаща. Абас епш, ей выпшим азараква, а конституции чирнаго, а студент через нахкот. Аха пыжера ахтует, абснахюнткара азин актква, абсыщила разнагара азин дырвича. Яхьап ауспқа захьӡо ақәҵара, адҵа, абарҭ азинтә здызкылода, мчыс ирымоузеи. Абас еиԥш еиуеиԥшым азҵаарақәа Конституциа ицәырнаго астудентцәа идҳарҵоит. Сгәы иаанагоит аҳәынҭқарратә бызшәа инарҭбааны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҟны ахархәара иурц азыҳәан еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла зыҩаӡара ҳараку азаанат дырыҩцәа ҳааӡароуп. Раԥхьаӡа инаргылан азин-дырыҩцәа. Иҟалахьоума иара убас шәстудентцәа абрахь иааны ара аусура ианалаго? Хымԥада иҟалахьеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет азин-дырратә факультет иалгахьа аӡәымкәа ҩыџьамкәа аппаратаҿ аус руеит апарламентаҿ азинтә ахәшаҟны аус руеит. Нас даҽа зҵааракгьы уаанӡа изҭиз абри аҳәынҭқарратә бызшәа абра апарламентаҿ ахархәара шаҟа иамоу шәгәаанагара? Аиеи, ишыжәдыруа еиԥш Аԥсны аҳәынҭқарратә бызшәа азакәан рыдыркылеит ҩнызқьи быжьба шықәса рзы. Азакәан иарбоуп Аԥсны жәлар реизара агьырҭ аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рыҩныҵҟа имҩаԥырго аилатәарақәа аҳәынҭқарратә бызшәала имҩаԥгалатәуп ҳәа. Убри инақәыршәаны, азакәан инақәыршәаны ҳацныҟәот, ҳара иахьа апарламент аҿы иҳамоуп иахәҭоу амыругақәа еиқәыршәаны аҳәынҭқарратә бызшәа асинхронтә аиҭагара алзыршо. Иара убас аиҭагаҩ дазкны дҳамоуп. Аҳәынҭқарратә бызшәазы азакәан иара убас иарбоуп ирыдыркыло азинтә актқәагьы ԥсышәала ирқәыршәазароуп ҳәа. Убри аусураҿгьы иахьанӡа ҳалшо азакәан наҳагӡот. Акык-ҩбак ракәымзар, еиҳарак Аԥсны жәлар реизара аҩныҵҟа ирыдыркыло ақәҵарақәа иахьазы аԥсышәала еиқәыршәоуп. Асайт уи урысшәалоуп макьана ишыҟоу, аха уа ҩ-версиак аԥсуа, аурыс версиа ҳаирбаны иҳамоуп. Аха иахьазы еиқәҳаршәо ақьаадқәа, ақәҵарақәа урҭ аҳәынҭқарратә бызшәа инақәыршәаны аԥсышәала иҳамоуп. Иҭабуп идуӡӡаны иахьа аамҭа ԥшааны ҳазҵаарақәа рҭак ахь иҟашәҵаз. Иҭабуп.